Нас просто считают за быдло. Все думают, сейчас ага, собралось эти 200 человек, побазарят, разбежались. Нет, господа, и услышьте меня те, кто мне звонил во вторник вечером. Если кто-то из вас тут есть, которые мне угрожали, что если я не заткнусь, если тут из вас кто-то есть, услышьте, я не заткнусь. Я лягу под ваши трактора. Я сдохну там, но вы не пройдете. Вы не убьете ни одно дерево. Вы не построите больше ни один ненужный дом. Вы делаете бесполезно. Меня 90-е не сломали, а эти года тем более. Так вот, господа, я за то, чтобы мы в следующий раз, это не последний раз, собрались, привели с собой людей, в конце-то концов, чем больше и чаще мы будем говорить «нет», в конце-то концов, нас не только услышат, с нами научатся считаться. Мы не нарушаем закон, мы выполняем программу президента товарища Путина. Что? Решение на местах. Господа, против, значит против. И пускай не мы, а они к нам пришли и сказали, что вам помочь сделать? А сделать нам дороги, сделать нам нормальную инфраструктуру, отремонтировать то, что есть, а не губить последнее. Открыть новые детские сады, школы в конце-то концов. Построить достойное жилье коренным жителям Балашиха и расселить их в конце концов достойно. Из ветких аварийных домов. Спасибо за внимание. Здравствуйте, уважаемые жители города Балашихи. Меня зовут Жанна, я не представитель никаких общественных организаций, просто человек неравнодушный. Хотелось бы сказать, что генплан это не просто вот какая-то бумажка или электронный документ, это стратегическое развитие нашего города. Здесь будут жить наши дети, чьи-то внуки. Это на десятилетия, поэтому нельзя, конечно, принимать такой генплан. Это обыкновенный рисунок. И самое главное, когда подрядные организации, вот именно проектные, которые будут данным генпланом заниматься, большая просьба к администрации, чтобы они обозначили четко порядок осуществления именно этого генплана. Не просто